Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу передачу «Башкиры зарубежья». Сегодня у нас в гостях очень известный, интересный гость. Это Марат Шакуров. Проживает он так же, как и я, в Литве. Фамилия у него достаточно известная. Он является племянником нашего народного поэта Республики Башкортостан, известного писателя, этнографа Рашида Шакура. Хаумагат Марат Агай. Сәлем, Руслан. Сәлем, халық. Марат Агай, әдірәк башқұртса, әдірәк русса сөйлешербіз. Көрішірбіз, әйе. Вот, ну, многие, к сожалению, многие из наших зрителей не знают башкирского языка, а также многие наши зрители сами не являются башкирами, но интересуются вообще жизнью башкир, жизнью Республики Башкортостан. Поэтому я пытаюсь показать всем нашим башкирам, как живут башкиры в мире, в разных странах. Вот сегодня у нас, скажем так, выпуск с вами будет. И первый, вот я знаю, что вы живете здесь, в Литве, с 2002 года. Вот первый вопрос хотел узнать, спросить точнее. Расскажите коротко о себе, вот как вы вообще попали в Литву, почему еще так рано приехали, в 2002 целом году, как вообще все это произошло? Да, ну, совсем коротко скажу, что я родился в 1964 году, 11 марта. Этот день, по иронии судьбы, через 26 лет стал днем восстановления независимости. Независимость была утеряна в 1940 году, в июле, после оккупации и аннексии Советским Союзом. Литвы, да? Про Литвы, да. И восстановлена независимость. Государство не было утеряно, в отличие от 1795 года. А государство было в эмиграции, правительство действовало Литвы, Латвии, Эстонии до последних дней, ну, до 90-го года, а 11 марта 90-го года Литва объявила о восстановлении своей независимости. Вот по иронии судьбы я родился именно в этот день в Нефтекамске. Мама моя, ну, Тыньяк Кынбаиш Башкарт, северо-западная башкирка из Бураева. Я и сестра моя старшая, мы, конечно, говорим на ее языке. Шынқылдап сөйлешебіз. А папа мой, он Мыңбашкарты, он с берегов реки Иршак. Они все многочисленные братья и сестры уходили в школу в деревню Муразом. В ту самую деревню, откуда родом и Айрат Эльмухаметов, его отец, тоже очень известный был в республике человек. На папином Санкалдап сөйлешмедік, к сожалению, а этот красивый, благозвучный башкирский Анкалдап Иляшу, это вот, к сожалению, мы его не освоили. Ну и тот язык, который у нас есть, с сестрой, к сожалению, вот он, такой домашний. Мы мало читали книг на своем языке, на родном. В общем, типичная судьба городских, первого поколения горожан, так скажем. Родители, они переехали из деревни в город, а мы вот уже родились. В 1972 году мы уехали всей семьей. Опять типичная судьба башкирского нефтяника. Уехали в Нижневартовск. Сестра вот так на севере живет. Папа так и умер на севере. В 2016 году, 2000. Мама, правда, умерла хотя бы в Уфе, но очень рано, в 1994 году. И вот мы... В Томске учился в политехническом институте, там познакомился вот с моей будущей женой Ирминой. Она тоже имперская советская система, ее папа литовец, занесло его в Казахстан. Она вот формальную свою литовскость сохранила, мы с ней женились в 1988 году, вот дети родились. А вот тут начинается уже... об эмиграции мы подумывали давно. Но вот 90-е годы, когда был удобный момент, когда можно нечего было терять, так скажем, мы как-то увлеклись, так скажем, поверили в будущее России, поверили, что будет
ну, нормальная страна. Обманулись, конечно, к сожалению. Я точно хорошо помню прекрасно момент, когда для себя я решил, что в этой стране ничего не получится. Это декабрь 2000 года, когда был возвращен Путиным и Думой, и Советом Федерации сталинский гимн с новыми, чуть-чуть подновленными словами Михалкова и музыкой Александрова. Вот после этого, помню хорошо, что жене сказал, что ничего не получится. И вот это ее литовское происхождение оказалось очень кстати. Без всяких проблем она восстановила гражданство. Дети. Ну, я вот в этом году, ну, в прошедшем году получил тоже гражданство литовское. И уехали мы из России в два этапа. В 2004 году, в 2004 я отвез детей. Тут в Вильнюсе есть превосходная школа Литувы Намы, то есть дом литовца. Она знакома многим мигрантам, и башкирам в том числе, и айрат-калмакскому народу. Она как раз вот для таких детей литовского происхождения, ну или вот как сейчас берут и политэмигрантов. И дети были там, ну, понятно, что они через полгода уже заговорили на литовском свободно. В результате они владеют теперь и литовским, английским и русским. Ну и на разговорном, ну, на ступень ниже, чем я, вот моим этим северо-западным диалектом. А в 2005-м через год перебрались и мы. Ну вот, с того времени здесь живем, Значит, работаем. я ошибся, не в 2002, в 2005 получается. Да, в 2005. Ну, получается, вы успели застать, когда в России начались вот эти вот перемены в сторону тоталитаризма, Да. вот, когда начали НТВ закрывать, да, то есть Да, все да, это вы да, застали. Да. Ну, я за всем этим... У нас вообще семья политизированная, и родители, и, так, и дедушки, бабушки. Поэтому мы следили за всем этим очень внимательно. Закрытие НТВ – это был первый звоночек, но я еще... Ведь альтернатива Путину была не лучше. Это или Зюганов, или вот эта парочка Лужков-Примаков. Приди к власти, реально, да, Примаков становился президентом, Лужков премьер-министром. Войну с Украиной они бы развязали, ну, скажем, вместо войны с Грузией в 2008 году. Вот это Примаков бы умер, Лужков пересел бы в его кресло, и это было бы ничуть не лучше, вот так скажем. Тут, к сожалению, дело не проблема не в личностях, не в Путине или там в Патрушеве, в каком-нибудь Петрушкине, Нарушкине, а проблема, к сожалению, таится гораздо глубже. Она даже не в системе, как в советское время говорили, а проблема, к сожалению, в народе. К сожалению. То есть вы тоже считаете, что сам глубинный народ, он сам хотел всего этого, да? Да. Да, несомненно. Можно было, конечно, наверное, будь на месте тогда, в начале нулевых, люди устали. У меня было ощущение, что если бы все-таки рыночная экономика как-то постепенно, смягчая, благотворно воздействуя на нравы, но нет. К сожалению, нет. Я регулярно вот как бы мысленно просматриваю события прошлого и... Ну а Немцов? Мог же Немцов же быть... У него не было ни единого шанса. К сожалению, у младореформаторов, так называемых, ни у Гайдара, ни у Чубайса, и даже, я скажу, у Кириенко, ни у одного из них не было ни одной реальной кандидатуры, которая бы пользовалась поддержкой. Этот уникальный миг, вот, 89-91, ну, до 93-го хорошо, до референдума апрельского, да? Да, нет, да, вот этот референдум. Это, ну, несколько лет в истории страны, когда хаос, сумятица, когда советская система разрушилась полностью. Но тогда вот и проскочило то, что могло. Максимум возможного был выжат Ельцином и его вот этими, ну, молодыми сподвижниками. Это было чудо, максимум возможного, что можно было с таким человеческим материалом, к сожалению, конечно. Потому что этот человеческий материал, это и мои друзья, это мои... Ну да, это люди, с которыми я прожил большую часть жизни.
сожалению. Марат Агай, ну, вернемся к нам, к башкирам. Мына һед әйттегез, һеҙҙең төньяк көнбайыш башҡорт диалекты инде. Әйе, Киров. шулай. Шулай бит. Шулай. Тимәк, вы, получается, признаете, что это есть северо-западные башкиры и есть северо-западный диалект башкирского языка? Лично я безусловно признаю. Как показывает опыт, даже не будем там на Ближний Восток, Израиль, опыт Литвы, она была в значительной степени полонизирована. И оказалось, нет, это все возможно. Вот на наших глазах, в общем, вот 30 лет, да, 33 года будет в этом году независимости Литвы. Исполнилось 11 марта. И возможно восстановить и язык, и культуру, и литовскость, что ли, и перестать чувствовать себя человеком второго сорта по сравнению с метрополией, с империей. Вполне можно быть самодостаточным. И северо-западный диалект, вот что мне очень нравится в вашей программе, я, наверное, если вспомнить, как мы с отцом эту тему обсуждали, полвека добрых, а он ведь задумался об этом еще раньше, на полвека. То есть целый век, вот, например, в нашей семье обсуждалась проблема северо-западных башкир. Так ее действительно нет, оказывается, если идти вот по тому пути, который разработали вот вы, ребята, молодцы, это Кукбуре и Национальный центр, да, Башкорт, что признать северо-западный диалект равноценным, полноправным диалектом башкирского языка. Да, два диалекта. Кукбуре, конечно, здесь ни при чем. Кукбуре здесь ни при чем. Кукбуре уже давным-давно уже не... люди-то те же остались. Вот. По поводу, кстати, диалекта. Это был изначальный проект наш. Потом мы все-таки, наверное, когда пообщались с лингвистами, с филологами, мы решили, что все-таки изначально, наверное, надо укрепить сам литературный башкирский язык, сделать его единственным государственным языком, но в компактных проживаниях тех или иных народов в Российской Республике Башкортостан, где живут и северо-западные башкиры, и татары, и чуваши, и марийцы, образование полностью на том языке, на котором они разговаривают. От детского садика, заканчивая чуть ли не высшим образованием. Вот. А насчет северо-западного диалекта мы его пока решили оставить до того, когда соберется ученый совет всех наших. Потому что, если что мы предлагаем, оно, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, вызывает яростную критику тех же самых наших же башкир, которые говорят, что, вот, допустим, если, говорит, мы будем поднимать северо-западный диалект, тогда мы, скажем так, поднимем татарский язык, который будет давлеть над литературным башкирским языком. То есть он же ничем не отличается практически. Вот. Говорит, литературный башкирский язык, за него, говорит, пролито, говорит, столько, говорит, людей пострадало, да, столько, говорит, книг, сколько денег вбухано, сколько времени, говорит, и сейчас мы не можем, говорит, его просто так задвигать. В общем, это вопрос такой спорный. Да. Это спорный вопрос, и я думаю, что все-таки мы не самые умные, все-таки есть у нас ученые мужи, которые, я так думаю, что, наверное, соберутся потом, которые знают, как правильнее язык наш поднять, усилить. И я думаю, что они решат все-таки на ученом совете как-то. Пока... Тут, наверное, лучше через референдум такие вопросы решать. Это очень важно, ведь важная проблема. Самое главное, я считаю, что в первую очередь нам необходимо будет провести перепись населения, чтобы выяснить действительно, сколько северо-западных башкир проживает. Насколько они себя считают башкирами, много ли сохранилось вот таких, как вы, которые действительно себя считают башкирами, башкортами, и которые разговаривают на северо... и считают свой язык не татарским, а именно северо-западным диалектом.
Потому что многие же как бы говорят, что мы башкиры, но мы разговариваем на татарском языке. Есть и такие. Поэтому вопрос очень сложный, вопрос такой обширный, я бы сказал. И его просто так как бы одним щелчком не решить. Потому что если мы вдруг поднимем северо-западный диалект, другие скажут, а вот у нас северный диалект есть, айлинский, да, говор. Они скажут, а мы чем хуже. Учелинский говор есть. Они скажут, а мы чем хуже. Почему нам тогда не дают, да, то есть такие преференции, как северо-западному диалекту дали. Вот, ну ладно, это мы оставим тогда. Вот скажите мне, с 2005 года вы живете в Литве. Нравится вам Литва? Да, конечно. Да, мы приезжали в отпуск несколько раз, ну, 2-3 раза. И каждый раз в восторге уезжали. Тут, конечно, и особенно если сравнивать с Западной Сибирью, все другое, и климат другой. И ничего не хочу сказать плохого про людей, которые проживают там, в Западной Сибири. Там своя специфическая атмосфера, люди там все-таки, ну, скажем, вот людей с юга России, да, Ростовская область, Краснодарский край, Кубань, Ставрополье, этих людей даже я боюсь. Они очень такие жесткие, такие хваткие. А вот там, казалось бы, те же самые русскоязычные люди, все-таки среда на них воздействует. Они более отзывчивые. Но, приезжая в Литву, мы сразу чувствовали разницу. Тут, конечно, и культура выше, бытовая, и люди мягче, отношения мягче, нравы мягче. Здесь норма, вот как, если мы в советское время где-то перепадали крохи информации, что где-то там, не знаю, во Франции там где-нибудь или в Германии плечом тебя задели и извиняются. Неправильно. Если ты задел кого-то плечом, то перед тобой извиняются. Так вот здесь, ну, может быть, не в такой степени, как, скажем, там, совсем в Западной Европе, но, в общем, да, также то же самое. От Сипроша, вот это, прошу прощения, оно слышится вот при... Да, тут, конечно, жизнь намного мягче и спокойнее, и... Ну, и я уже молчу, что и климат лучше, и все-таки уровень жизни выше, и он растет, реально растет. Ну, а вот такой вопрос. Вы вот в Литве, то есть уже, да, больше 15 лет получается, да? Да. И вы видели становление литовцев, становление вообще вот этой независимости. Ну, как бы, независимость, она, конечно, до вас, но в любом случае становление было при вас Да, тоже. да. Вот. И хочется сказать, вот литовцы, это первая республика, которая постсоветская республика, которая заявила о своей независимости, и она больше всех хотела независимости. Некоторые там боялись из республики выходить еще, а Литва уже объявила, да? Да. И вся история Литвы показывает тоже борьбу. Да. Вот есть схожесть с башкирами, которые точно так же Абсолютно, да. много-много лет, много веков борются за свою свободу, да, за свои права и интересы. И вот отсюда, насколько сравнить вот, да, свободную Литву, как она восстановила свой язык, свои права, да, свою армию собственную, насколько возможно, вот будет ли такое вот с Башкортостаном вообще, вот вы, как ваше будущее Башкортостана, что вы видите, вот, тем более с сегодняшней ситуацией вот этой? Будущее любого народа зависит, конечно, к сожалению, не только от самого народа, но и вот от того, что его окружает. Стечение обстоятельств? И обстоятельств. Вот литовцам в определенном смысле все-таки было легче. Их даже прямой границы с Россией-то такой нет, только Калининградская область, которая сама чувствует себя окруженной, так скажем. И Башкортостану будет тяжелее. 240 лет, да, 1557 и 1795. Это вот годы, когда, ну, прямая оккупация произошла Россией. Башкортостану будет труднее, больше прожили вместе с Россией, и доля, конечно, русского населения велика. И ведь этих русских, их и не обвинишь в том, что они понаехали, они
Наверное, можно найти людей, которые по 400 лет живут. Ну, потомки тех людей, которые там в 16 веке, может быть, уже оказались. Вот очень будет трудно, конечно, искусство надо будет проявить, чтобы не потерять, построить национальное башкирское государство и при этом не забыть о русских и о татарах. Я даже... Тут готовых рецептов нет. Ориентироваться на Латвию и Эстонию будет трудно. В Латвии ведь самая большая доля была русскоязычного населения, ну, порядка 40%. Ну, в Башкирии примерно так же, да. Около 40%, скажем, русских. Нет, поменьше, конечно. 35, это вот последняя перепись показала 35%, там у них вырос немножко, да, процент. Но я, конечно, сомневаюсь, и большие вообще сомнения по поводу этой переписи. Вот. Не думаю, что процент русских вырос. Везде упало, почему-то у нас вырос. И в Татарстане, кстати, то же самое показали. Как многие аналитики, политологи говорят о том, что искусственно завышают, так как это два очень важных, несомненно. два важных региона, которые, ну, являются в подбрюшье прям, да, у самой России, и где им очень нужно, чтобы процент русских не то что даже сохранялся, а чтобы рос. То есть, да, они за это дают как бы и приписывать и процент коренному населению. То есть, Да. татары у себя в Республике Татарстан выросли, башкиры у себя в Республике Башкортостан выросли. Возможно, это так, конечно, как бы я ничего не говорю. Но я говорю, что наша задача, конечно, будет провести перепись, честную перепись, чтобы, ну, самим себе понимать. Вот. То есть вы считаете, что вот это вот наличие нескольких крупных народов в Республике Башкортостан, это осложнит ее будущее, да? Вы вообще верите в то, что Республика Башкортостан сможет самостоятельно, как Литва, как бы жить? Несомненно, сможет. Беда в том, что вот национальное моноэтническое государство, конечно, создать не удастся, ну, это надо, даже в этом веке это несомненно. Стремиться, может быть, даже и не надо к этому, оно само собой незаметно произойдет. Вот, кстати, тут любопытный момент. У жены родственники, они бывшие, мама ее украинка, и ее братья, там, сестры, они, племянники, они украинские фамилии носят. Но они, конечно, обрусели в советское время. И вот за эти 30 там, с лишним лет они... Ой, ну такие русские патриоты заядлые стали. Но вот самый интересный момент. Вроде бы они русские патриоты, а случись что, они себя идентифицируют с Казахстаном. То есть абсолютно обрусевшие ватники, а вот где-то в какой-то момент там принципиальный, они, опа, а Казахстан наш, это наша родина. И могут сложиться так обстоятельства, что они будут прекрасными казахскими патриотами. Поэтому то, что человек этнически русский, это ничего не значит, или этнический татарин. Не только национальная принадлежность важна, но и привязанность к земле, что ли, ощущение родины своей. А считать Россию родиной, это... ни один русский так не может назвать Россию родиной, слишком велика Россия, слишком разная. А вот считать Башкирию, Башкортостан своей родиной, да, это не трудно никому, и от национальности много не зависит. Тут важно, конечно, вот этим людям, которые придут, мы все на это надеемся, что в ближайшие годы это все произойдет, в ближайшее время. Людям, которые придут к власти, которые будут распоряжаться будущим Башкортостана, им, конечно, нужно будет проявить высочайшее искусство маневра. Это как? Компромисса, да. Это очень сложно, готовых рецептов нет. И ссылаться на опыт Швейцарии, например, можно, но так это же другая совсем история. Да, это все придется искать вот на ходу. Это должны быть люди масштаба, конечно. Но они рождаются. Эти люди в момент революции, в момент хаоса, они возникают из ничего, такие люди. И
проявляет выдающиеся качества. Там можно множество революционеров вспомнить, которые из ничего возникли и, ну, просто чудеса показали. Так что будем надеяться, что у нас в Башкортостане произойдет все это. Во всяком случае, не человек моего психологического склада, я на такую роль не гожусь. Я не импровизатор, не догматик скорее. Ну и я осмыслять процессы, но не быть на гребне, не быть на гребне волны. Но желаю удачи этим людям всячески. Марат Агай, то есть, вот еще хотел уточнить вас. Вы в Литве очень часто, я знаю, что посещали различные форумы вот «Свободы России». Очень часто, знаете, очень много людей, которые в них участвовали, всю эту вот российскую оппозицию, все эти большие фамилии. На сегодняшний день вот вы видите, да, вот что такое произошло небольшое охлаждение между российской оппозицией и национальной оппозицией, да, то есть национальными движениями, лидерами национальных движений. Как вы считаете, вот с чем это связано? То есть вроде бы раньше вы как бы там были единые такие, сейчас вот уже это не так. Раньше я с первого форума, это в 15 или 14, в 15, наверное, году произошло, я с первого форума, был, практически почти на всех, так сказать. Так вот, я помню хорошо, что эта тема вообще не задевалась. Первые 2-3 года не приезжали от националов, не было никого. А они же московские все, в общем-то, центровые ребята, они вообще не подозревали о существовании этой темы. Я там пару раз на паре форумов реплики с места кидал на эту тему, но это как-то отмахивались они. Для них этого не существовало. Я бы даже сказал наоборот. Они сейчас очень сильно изменили свою позицию. Даже Ходорковский, который удивительный еврей, ему, наверное, евреям вообще грех. Их же с детства бедных травят, да? Евреи совершенно не знающие никаких там ни идиша, ни иврита, но его обязательно вычислят, что он еврей с детства, его с детского сада будут травить, что он жиденок, что он такой-сякой, да? И вот когда евреи начинают защищать великую Россию, меня это всегда поражает, на личностном уровне. Так вот, Ходорковский был как раз из таких. Каспаров, кстати говоря, тоже, ведь он мама армянка, отец еврей. И тоже вот как-то они слепые и глухие. Первым был, если не считать Стамахина Бориса, Юрий Нестеренко, да, но они не центровые как бы лидеры оппозиции. Профессор Яковенко, вот он первый из, украинец этнический, конечно, первый из московской тусовки, он уже, наверное, года 4, как он понял, что национальный вопрос вообще-то главный в России. И для вас это незаметно, вот для тех людей, которые начали приезжать на форумы вот попозже немножко. Они сейчас очень сильно изменились. Они даже уже не то, что о реальной федерализации говорят. Они говорят о переучреждении, там и т. Я думаю, что если на них воздействовать, а лучше делом, конечно, чем словом, никуда они не денутся. Да, произойдет, наверное, в какой-то момент, скажем, в 2025 году, какой-нибудь Колчак- Ходорковский против, а у него, значит, в правительстве сидит там какой-нибудь более либеральный Пепеляев какой-нибудь, а там Каспаров, значит, народный комиссар по делам национальности. Да, всякие комбинации возникнут. Но в целом они поняли, что эта проблема есть, и у меня ощущение по их текстам, по риторике их, что они понимают, что это самая главная проблема вообще-то в России. Экономическая проблема – это ерунда, а главное – это проблема национальности, народов и демонтажа империи. Полного и радикального. Вы очень хорошее мнение, конечно, о российских либералах. Я почему-то их сравниваю с белым движением, которые говорили о единой и неделимой России, и в итоге проиграли. Да. Но у Белой России у них не было времени на осмысление, а у этих есть.
Это же уже 7-8 год пошел. Если бы, например, такое размежевание в России произошло не в начале 1918 года, 1918, а, скажем, в 1913 году, да, то за эти 7-8 лет, к 2020 году, я думаю, и Колчак там, и да, даже, опять же, вот есть, да, была диктатура Колчака. Он произвел переворот, учредил там свое, как он там, верховное это правительство, но ведь была и уфимская директория. Там сидели те же самые люди из Петербурга, из Москвы. Но они были намного. Так что, ну, это исторические экскурсы. Я вижу, что у этих нынешних тусовщиков подвижки есть. Они, конечно, они будут изо всех сил стараться удержать все под контролем Москвы, под колпаком Москвы. Москва ведь вообще своеобразный регион. Там люди живут, они вообще даже и не понимают, за счет чего они живут. Почему они могут ходить, там, эти кофе, какао пить, а что где-то пашут люди, ну, тяжким трудом, зарабатывают им перечисляют 80-90% заработанных денег в Москву, а они потом сидят и делят. Они искренне этого не понимают. И, конечно, когда все начнется, и вот, например, в Москве сейчас там 15 миллионов человек крутится, но еще там 5 миллионов область, всякие нелегалы, вахтовики, там, ну, 20 с лишним миллионов человек кормятся от Москвы. И если, например, как в 18, 19, 20 годах в Петрограде население в 3 раза уменьшилось, с 2,5 миллионов до 700-800 тысяч, а уменьшилось бы еще больше, но просто людям было некуда бежать, потому что кто мог, бежал в эмиграцию, кто послабее, умерли от голода и от холода, а кто смог, вернулись, ну, рабочий класс, вернулись в свои родные деревни. Остались те, кому некуда было бежать. Так вот, предположим, что Москва там 26-го года, это, ну, неотапливаемая, голодная, холодная. Там ведь нечем кормиться. Репу только сажать, картошку на этих газонах, скверах. И там 2 миллиона людей, которые себя друг друга... Я думаю, их жизнь заставит... Крутиться. А потом заставить все стянуть обратно. Я надеюсь, что у них не получится. Ни у красных нынешних, ни у нынешних белых. Надеюсь, что в этот раз уже развалится окончательно. Не как в 1612-13 годах, да? И не как в 917-900, а уже... То есть вы поддерживаете, да, развал России и независимость национальных государств? Конечно. Россия слишком велика. Россия слишком перенаселена. 140 миллионов человек для такой бедной и малопродуктивной территории много. Вот юг России, да, это почти, ну, практически 40 миллионов человек там живет. Они... Нет, это слишком много. Я надеюсь, что рассыпется, развалится, а там видно будет. Ну, 15 миллионов московских паразитов даже жаль, это симпатичные люди. Ну что делать, жизнь сильнее. Да. Вот вернемся к нам, к башкирам. Поддерживаете ли связь с Башкортостаном? Да, обязательно. Как с часто роднёй, вообще многочисленными друзьями. ездили домой? К сожалению, не очень часто получалось. И когда жили в Сибири, ну, далеко не каждый год, все время мешали какие-то обстоятельства. Дурацкие, конечно, прямо надо сказать. Ну и мама умерла в 94 году. Ведь это большой стимул к родителям ездить. А папа перебрался к сестре, у нее жил. Ехать из Сибири в Сибирь, ну... А в Башкирию, да, приезжали с большим наслаждением. Это я вспоминаю своих родственников. И с маминой стороны там очень крепкое такой был Аитов Муллаяр у них. Патриарх, как бы, мамин дедушка, я его очень смутно помню. Это был человек, ну, образованный, я так считаю, что он муллой был, потому что как-то, ну, память осталась. Это был один из тех людей, о которых мой отец отзывался с большим уважением. Таких людей мало на свете. А вот о нем он отзывался всегда с большим уважением. И дети у него такие вышли. Это мои, получается, они дяди, тети, да, ну, моей бабушки,
младшие братья, сестры. Они поразительно даже, вот, ну, врачом работал, например, один из сыновей. Это же, скажем, 920 года человек, да? Где он мог, когда ухитриться? Ну, врачом не может быть после фельдшерских курсов. Значит, он окончил институт. Ну и со стороны папы, конечно, очень сильная семья, очень образованная, очень умная. Разговаривать с ними о чем-либо, это, ну, конечно, наслаждение. Да. Замечательно, я до сих пор вспоминаю. Вот сейчас с двоюродными общаюсь. Ну, они тоже уже в возрасте, конечно, все. Мы все в возрасте дедушек, бабушек наших. Марат Агай, вот такой вопрос. Я знаю, что вы, находясь даже здесь, в Литве, живете и все равно продолжаете как-то участвовать в жизни башкир. И вот я знаю, что вы перевели книгу Рашида Шакура на литовский язык, да? Как она называется? Расскажите, к сожалению, пожалуйста. К огромному мысль была перевести на литовский, но... нет, не на литовский, да? На русский, да. На литовский я начал перевод и увидел, что мое знание литовского языка, оно такое же, как башкирского, ну, на вот бытовом уровне, адекватно перевести я не смогу, к сожалению. Может быть, когда-нибудь, освободившись от быта, ну, это уже, наверное, не при нашей жизни, может быть, эту работу завершат мои дети. Ну, просто из спортивного интереса. А на русский язык, да, я перевел в первую очередь, чтобы сам адекватно ее прочитать. Потому что я начал читать на башкирском и вижу, что я не знаю многих слов, к стыду своему. А просто заглядывать в словарь это нерационально, так я думаю, дай-ка переведу, и будет родственникам моим младшим, особенно тем, кто вырос в русских этих школах, городах, моим же детям. И да, перевел и сдал 50 экземпляров, выслал туда, к родне. Здесь раздал детям и знакомым. И, в общем. И написано на очень хорошем, красивом башкирском языке. Да, настоящем, литературном. Это наслаждение читать ее. Ну, да, это, конечно, большая работа. Да, 2 года заняло с половиной. Марат Агай, вот немножко вот как вы видите, какое вы видите вы будущее Башкортостана? Ну, хотелось бы, чтобы воздух в Уфе был чище. Конечно, закрывать эти нефтеперерабатывающие заводы не стоит, но все-таки надо как-то и установки эти очистительные все-таки заботиться надо будет об этом. В Уфе, опять, если про нее говорить, проблему транспортную решить, наверное, невозможно в принципе, наверное. Все-таки зажато между двумя реками, я даже не представляю себе. Это беда, даже вот Вильнюс, 600 тысяч населения, да, а утром и вечером на работу, с работы в обе стороны по этим прекрасным дорогам, по расширенным улицам, по этим развязкам, а вот еле-еле едут. То же самое, наверное, в Уфе будет. Ну, хотя бы чище воздух. Реновированные дома. Средства массовой информации, конечно, хорошо было бы, если бы все это выходило бы на 3 языках, дублировалось бы. Это было бы замечательно. Чтобы вывески башкирские были. Чтобы зашел я в магазин, да, сказал бы что-нибудь на башкирском, а меня бы поняли. Это было бы замечательно. К сожалению, сейчас зачастую так не так бывает. Очень жаль. Но вот, тем не менее, к вопросу о гибкости психики человеческой. Вот в 17 году я был в Башкирии, в Бураево зашел, магазинчик там, сельпо. Девушка русская, конечно, такая голубоглазая блондинка, Настя там или Оксана, как-то у нее имя тут на бейджике. Зашла старушка, спрашивает, куда она Ибрагимовна куйла?
Она и отвечает вот на этом, на диалекте, на северо-западном отвечает, а она шундакуй у нас. То есть это все не так страшно. Язык выучить можно. Мы же, вот любой из нас, мы знаем два языка. Ну, может быть, один получше, другой похуже, но мы знаем, мы можем общаться на двух языках как минимум. Да? Я надеюсь, что да, через 20-30 лет жители Башкортостана двумя языками владеть будут. А вот в военкомат мы зашли с сестрой в Раевке. Ну, Раевка, это что, это райцентр, да ну что там такое? Сидят две девушки, там какой-то вопрос надо с памятником папе решить. Не понимают они по-башкирски. Ну, беда прямо. Ну, вот вы, Марат Агай, когда приехали в Литву, вот сейчас я знаю, что вы разговариваете на литовском языке. То есть, ну, вы приехали, я, насколько я знаю, уже... Сколько вам было лет, когда вы приехали в Литву? Ой, 41. 41. Получается, 41 год вы приехали, вы вообще не владели языком, и Да, за какое-то время вы все равно смогли овладеть, и да, сейчас ну, нормально на бытовом уровне общаетесь, да, да, можете спокойно объясниться с любым человеком. Правильно же? То есть да. никаких проблем в этом нету. Нет, нет. Тогда вот смотрите, вот такая ситуация. Когда вот я выкладывал программу вот этого вот Башкирского национально-политического центра будущего проекта независимого Башкортостана, там было указано о том, что башкирский язык будет единственным государственным языком, но в то же время для русского языка будет предусмотрено такой статус межнационального общения на 30 лет. В течение 30 лет это сделано для того, чтобы все сферы, необходимые для жизнедеятельности республики, здравоохранение, там, да, юриспруденция, там, какие-то технические науки, чтобы все это постепенно Да, переводилось на башкирский язык, и чтобы выросло целое поколение, которое бы обучалось на башкирском языке с 1 по 11 класс и потом поступая в вузы, то есть чтобы они получали образование на башкирском языке, то есть выросло целое поколение, чтобы оно могло потом заменить тех, кто да, да. сейчас не может, скажем, да, на башкирском языке вести все эти дела. Так вот, когда я выложил эту программу, у нас тоже, как и в каждом регионе, как и в общем по России, у нас есть местечковая, скажем, такая либеральная, да, то есть оппозиция, либеральная интеллигенция, которые вроде бы там осуждают войну в Украине, там не поддерживают курс Путина, но в то же время, когда дело касается башкирского языка, у них прям вот падает пелена какая-то, да, кровавая, и они прям, зачем вам нам ваш язык нужен, мертвый язык, мы не собираемся как бы на нем разговаривать, он нам не нужен, и так далее, в общем. И меня что удивило, в проекте там как бы затронуты все сферы жизни, в том числе и экономические, да, то есть экономика, какая будет экономика в будущем. Вот вроде бы это самое интересное, да, то есть вот что можно обсуждать, как будет экономически развиваться, возможно или невозможно будущее Башкортостана экономическое. Нет, они вот зациклились именно вот на языке. Вот почему так? Вот получается, мы, люди, которые переезжаем в другие страны, там, в другие республики, можем учить. Почему они не могут? Меня тоже это поражает. Они могут, конечно. Незаметно это происходит. Да, собственно говоря, те, кто так говорят, они ведь уже первые шаги сделали. Если что-то о нем плохо сказать, вот на свою, вот мы будем с тобой разговаривать, да, и о ком-то, не глядя на него, что-то плохое скажем, он поймет. Он тут же поймет. То есть слух-то у них работает. Ну вот дать... Подсознательно они все равно понимают, значит, язык же, да? Понимают, понимают. Это был смешной эпизод. Мы в 17 году, вот седьмом я в предыдущий раз заезжал, ехали с папой в электричке в Раевку. Ну и там что-то отец так нелицеприятно отозвался. Но вокруг нас там, ну, допустим, два татарина, башкирина городских, которые язык знают, ну так, не важно, да? Трое-четверо, которые знают хорошо. Еще трое-четверо, ну, густо, много было народу в электричке. Трое-четверо, которые вроде бы вообще ничего не знают, но они на отцовское это замечание так отреагировали. Все поняли, о чем он говорит. Как быть? Вот замечательно было бы, если бы Россия
развалилось бы вдребезги так, что не стало бы никакого центра, не осталось бы ничего такого, что стягивает под себя эти русских и все остальные регионы, конечно. То есть развалилось бы окончательно. Это же в литературе-то описано, в общем-то, в художественной. И у Татьяны Толстой, и есть такой Беркем а-ля Томи, это похоже, Асия Кашапова такая из Челябинска, башкирка. У нее «Мародер» роман замечательный, ну, достаточно давно написанный. И литература это осмыслила. Но будущее России безрадостное. А если, например, Татарстан, Башкортостан, ну, вот эти национальные регионы, у русских нет скрепы, которая их стягивает между собой. Они слишком расселены и слишком давлеют над другими. И у них нет то, что притягивает друг к другу. А у нас это все есть. Поэтому у нас есть шанс в грядущем этом хаосе удержаться вместе. И вот как они бежали в 2018 году из Москвы, из Петрограда в Украину, вот скажи им сейчас, что в 1918 году ваши дедушки и бабушки бежали из голодного, этого разоренного, из безумия, этого хаоса, анархии в Украину, потому что там был порядок, там были базары работали, там были деньги, ну, под немецкой оккупацией, конечно. Так вот, я даже боюсь не то, что вот в этих потрясениях, которые мы должны удержаться, конечно, сохранить стабильность, порядок, более того, сразу начать развиваться. Хорошо могу себе представить, как бегут через эти кордоны, через границы соседи русские, потому что у нас-то голодно, у нас убивают, у нас за кусок хлеба готовы голову оторвать, а у вас порядок, у вас тут вот, значит, это, и как бы в этом хаосе грядущем и больше русских не стало. А что, можно же из истории вспомнить такой момент, когда была Валидовская республика, там они отказались проводить у себя продразверстку, и коллективизацию, все вот эти, и в республике была нормальная атмосфера, и экономическая, и все, и бежали к нам русские, бежали точно так же, просились в состав, в союз. Бежали, и язык выучим, только пустите, и мусульманство перейдем, и обрезание сделаем, и эти паранджи наденем, только возьмите. Потому что голод-то страшнее. Да, голод не тетка, как говорится, да? Да. Марат Агай, вот еще вопрос, я не могу его как бы не обойти, конечно. Война в Украине, да, то есть уже второй год идет война в Украине. Вообще, вот как вы встретили новость о том, что началась война? И что думаете вообще об этом? Ждали, конечно, мы, потому что все эти маневры с осени, да, с глубокой осени 2021 года, но все равно это был удар. То есть вы понимали, да, что будет война? Я понимал, что Путин, если сейчас отведет войска от границы, да, и он в следующий раз, а он в следующий раз обязан делать, то в следующий раз он все равно начнет войну. Это я понимал. Потому что маневры были настолько угрожающие, настолько громадные по размеру, ни одна нормальная экономика и ненормальная экономика такого не выдержит. Двигать этими полумиллионными массами людей, техники, в чисто поле выводить, а потом обратно уводить, нет. Потом же эти ребята уходят на дембель. Значит, если он в этот раз, он же, я так думаю, число до 20 февраля и сам не знал, что будет делать. Гадал, искал варианты. Но, скажем, к 22-му он решение принял. Вот это собрание этих жалких, ничтожных уж противно вспомнить эти рожи. Ведь они что-то о себе думают еще, что они... Кстати, обратите внимание, Нарушкин этот исчез. Госсовет, да, вы говорите про Госсовет? Ой, да не хочу их называть нормальными словами. Нарушкин исчез, я вообще о нем ничего не слышу. Уж не в Лубянке или там где-нибудь в подвале сгноили, может, уже. Он же, который гнусавил там, вякал, блеял. Да, запинался. Какой стыд. А ведь
Они же все вот такое где-нибудь в банях сидят, такие добрые молодцы. Да, надежды, в общем, не было. Если не в этот раз, то, значит, к лету. Все равно начнет войну, когда вот дороги подсохнут. Опять начнет маневры, опять начнет требовать. Ему мало было Путину корыта нового, да, ну, в виде цен на нефть безумных. Ему захотелось стать владычицей морской. Это, конечно, бесстыдство высшей марки. Ну вот совпали народ и правитель. Да, это надежда, конечно, на Украину. Молодцы украинцы, дай бог им удержаться, победить. Победят украинцы. Это будет уже, надеемся, это будет последнее в истории России. Ну а ваши прогнозы какие? Я боюсь сглазить. Я по натуре своей пессимист, но не вижу ни одной причины, чтобы Украина проиграла. Но Запад ведь, понимают прекрасно люди, что вот проиграй Украина, сразу будет на очереди Прибалтика, Казахстан, Польша. А дальше конца, края требованиям этим нет. Им целого мира мало, этим людям. Поэтому эту заразу надо окончательно уничтожать. В 1854 году их в Крыму раздолбали и на полпути бросили. Да? Мирный договор подписали, там войска, флот из Черного моря вывели. Все, успокоились. Нет, не помогло. И так далее. Вот сколько этих вспомнить мирных договоров, они гроша ломаного не стоят. Мирные договоры с Россией. Она их тут же нарушает при каждом Башкиры удобном тоже 3 неудобном. раза подписывали. Как? Башкиры тоже 3 раза подписывали. Да. Башкир 3 раза обманули. Так обманули, что только в 20 веке дважды обманули. А ведь был шанс тогда. Вот если бы в 1556-57 году, это не моя мысль, конечно, Айрата Дильмухаметова умница. Если бы приняли бы решение эти самые племенные вожди крупных племен, да, об организации своего государства. Были же они в составе этих ханств. Орды Ногайской. Были. Хорошо, вот Ногайская Орда вымерла из-за этой эпидемии чумы, там, не вовремя случившейся. Хорошо, Казань пала под натиском Москвы. Хорошо, тюменские татары, там у них начались свои период слабости, да, тоже атаки Москвы. Организуйте свое государство. Потянулись бы и нагайцы, и татары, самые сильные, и сибиряки, и Кучум бы воспрял бы духом. И ведь можно было тогда Москву вышвырнуть за Волгу и обратно туда, в леса. Можно было. Крым. Что там такое Крым, да? До 1787 года был независим. Единственное тюркское государство, крымское, было. А тут бы вот это объединенное, сплотившее вокруг себя башкирское государство, неужели оно не удержалось бы и не было бы Москвы? Я, конечно, сомневаюсь, что она все равно удержала бы. Все-таки русские было мощное государство на тот момент и обладающее большим количеством людей. Но в любом случае я согласен с вами с тем, что... сейчас закончу мысль. Согласен с тем, что, по крайней мере, у нас было бы история государственности, что очень сильно влияет на самосознание народа. Да. Я еще добавлю такую вещь. Мы вот абстрактно рассуждали, удержали бы, не удержали, а ведь есть объективный факт. В 1572 году Иван Грозный ввел опричнину. А ввел он ее не потому, что там что-то, а потому, что он был самодержцем, и у него в мозгу происходили необратимые изменения. Он, видимо, действительно, психически ухудшалось его, может быть, интеллект не ухудшался, но его здравый смысл, осторожность, человечность, это все исчезало из него. И поэтому опричнина, то есть тот или иной кризис, страшный кризис, внутренний кризис государства московского произошел бы как раз в начале 70-х годов. Он произошел потом, во
времена Он смуты. он и в реальности произошел. Так вот, если бы тогда башкиры объявили бы о создании там своего султаната или ханства, Чингизида, да Кучума того же пригласили бы, да, были бы башкиры основой государства, да, был бы государственный язык башкирский, там, диалекты региональные, западных татар, там, восточных татар, там, туда-сюда, нагайцев. И Москва тогда в 1572-74 году резко ослабла бы. Ведь она в начале 17 века вообще в ничтожество пришла, Москва. Там поляки ее, или шведы, там ведь такая шла комбинация на Западе, очень сильное хитросплетение этих поляков, шведов. Они не просто, вот как приз Московия, то есть Москва и земли вокруг нее там в радиусе 500 километров, они ни полякам, ни шведам не нужны были. Полякам, ну, смысл в эти леса, в болото идти там, где ничего не растет. И вот это вот можно было не захватывать. Захват Москвы, этой Москвы, он никому ничего не дает. Это бесплодная земля. А вот оттеснить их в леса, ну, кто бы знал, ну, кто сейчас помнит, там, скажем, о Вятке, да, о Вятичах. Ведь был народ такой. Да. Нормальный, солидный народ был. Кто о них помнит? Их нет, не стало. Также вот московиты, ну, были какие-то московиты, были какие-то кривичи. Кто помнит о новгородцах, которых Москва, кстати, уничтожила? А ведь был народ такой, новгородцы, они себя с москвичами не равняли. Да, 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 да. Так что вот эта ошибка была, конечно. Ну, сейчас как ее вернешь? 1556-57 год. Зато сейчас Сейчас открывается окно возможностей. Да. Вот сейчас мы, конечно, умнее, чем те люди, потому что у нас есть опыт. Мы, слава богу, изучили все это, да? Мы знаем, что Опыт вот, совместного проживания с этими людьми. да, и этот опыт тоже. И что доверять нельзя, потому что, к сожалению, опираться на свой региональный башкирский, башкортостанский патриотизм. Марат Агай, вот еще такой вопрос у меня. Я здесь вот уже все-таки второй год, да, и общаясь с людьми, я вижу, что очень много осталось до сих пор ватников, таких людей, которые даже вот мне недавно один сказал, что он был бы не против, что если бы сюда зашли бы русские танки. То есть, хотя здесь литовцев по численности, если я не ошибаюсь, что-то больше 70%. Да, да. То есть это, ну, достаточно большая часть населения, то есть практически моноэтническое государство, то прошло 33 года, до сих пор есть ватники, до сих пор есть те, которые грезят о былом величии Советского Союза, до сих пор есть, которые поддерживают Путина. Я снимал квартиру у одной бабули, которая там боготворила Путина там, вот. И я к чему хочу сказать, вот до сих пор за 33 года здесь не вытравили, да, всех вот этих вот ватный дух, ватное вот это вот самосознание у людей. Как мы будем с этим бороться? Мы ведь, у нас труднее будет. Труднее намного. Да. У нас народ сильнее поражен имперством. Да. Труднее будет, но, к сожалению, вот человеческая природа такова, что 15% социума любого, оно генетически, ну, там очень глубоко в мозге заложено тяготение к сильной руке отдаться кому-нибудь. Это была социальная, психологическая опора любого тирана. Примерно 15%, по моим наблюдениям, примерно 15% населения. Но 15 это все... Они же и в Германии есть, и в Америке. Вот это электорат Трампа. Это, ну, сколько у него... 15% это твердо убежденные трамписты, эти самые реднеки, которые, вот немножко обстоятельства изменятся, они негров сжечь будут живьем, да, и вешать, и убивать, и газовые камеры. Это самая низшая часть населения, конечно. От них не избавиться. А с остальными, ну, что делать? Ну, постепенно, постепенно. Дай бог развалится с треском, с грохотом, с чудовищными. На это же надеемся. Это будет наблюдать за этим, ну, смешно, может быть, неправильное слово, но будет интересно смотреть за тем, что будет происходить в России.
Ну, мы, Оно видимо, было. Оно же было 100 лет назад, но все это происходило. Такие дела творились. Да, вот ты правильно сказал, Первая Республика, да, порядок, ну, нормальная человеческая жизнь. Не рай на земле, но человеческая жизнь. И вся вот эта необъятная творится, Бог знает, что ведь творилось. И оно только опа, и все снова начинается. Уже в 21 веке. А вот тут оазисы. Татарстан, Башкортостан, ну, дай бог, еще кто-то сумеет найти в себе силы. Ну, Чечню, я думаю, они бежать не будут, конечно, там их не ну примут. да. Так, ну, наверное, на этом очень интересный разговор. С вами очень интересно разговаривать. Марат ага, я думаю, что мы, наверное, не последний раз встречаемся. Еще я так думаю, что, наверное, будем разговаривать, общаться. А, На этом, наверное, будем прощаться. Спасибо большое, Ярай, Марат ярай, ага. Рад был увидеть вас снова. Приходите в ярай. гости, попьем чай. Рахмет. Да, взаимно, да. Ярай, Ярай. хауа. И сам был вас.